утреннем эфире будильники шоу Максим Попов. 1, 2, 3, раз, два, три. Доброе утро, друзья. И Анна Голицына. Я готова. Каждый вторник и четверг с 7 утра на волне Таван Радио и в эфире национального телевидения Чувашии поднимают настроение и заряжают позитивом. Теперь нас не только слышно, но и видно. Доброго, бодрого утра, действительно, друзья. Всех рады приветствовать будильники шоу Анна Голицына. Максим Попов, друзья, Таван Радио, национальное телевидение. Включайтесь, подключайтесь, делайте громче, тогда вы точно проснетесь. Кстати, что тебя бодрит с утра? Меня бодрит с утра. Сегодняшним утром меня взбодрил только контрастный душ. И это единственное средство, которое мне помогло проснуться. Холодный прям или такой вот прохладненький? Нет, прохладненький. Холодной водой я не могу себя полить, это для меня экзекуция. Не знаю, меня бодрит, например, стакан воды. Вот это то, что я сейчас сделаю. Да, Глоток конечно, воды, друзья, действительно полезен. Ну, конечно же, вкусный завтрак. Если, мне кажется, не позавтракаешь, день просто пойдет не так. Но завтрак тоже должен быть вкусным, да. Друзья, поэтому завтракайте вместе с нами. Приятного аппетита. Тот, кто начинает это утро вместе с нами, с будильниками, делайте громче, повторюсь. Ну и слушайте любимые песни, такие, как сейчас. Все просто. Все, стоп. Меня бесит твоя ревность. Не звони мне больше. Я хочу просто отдохнуть. Ну что тебе непонятно? Твои мысли я читаю по глазам. Осторожно я иду навстречу. Все возможно, если вместе ты и я. Не забыть нам никогда наше лето. Мы взлетаем над землей. Держи сильнее мою руку. Когда мы рядом, так легко мы чувствуем друг друга. Я покажу тебе все то, о чем ты даже не мечтала. Когда в сердцах живет любовь, то больше ничего не надо. Любовь. Твое тело меня тянет, как магнит. Твои губы — это искушение. Все возможно, если вместе ты и я. Не забыть нам никогда наше лето. Наше лето. Взлетаем над землей. Держи сильнее мою руку. Когда мы рядом, так легко мы чувствуем друг друга. Я покажу тебе все то, о чем ты даже не мечтала. Когда в сердцах живет любовь, то больше ничего не надо. Мы взлетаем над землей. Держи сильнее мою руку. Когда мы рядом,
знаем друг друга. Я покажу тебе все то, о чем ты даже не мечтала. Когда в сердцах живет любовь, то больше ничего не надо. Новый день. Мы начинаем новый день, друзья. Уверена, он будет ярким и солнечным. Надеюсь, солнышко все-таки выглянет, потому что с утра тепло. Это уже радует. Лето будет, это точно. Ну и, кстати, такой вопрос хотела тебе задать. Любишь ли ты рыбалку? Ходить на рыбалку? Вставать? Как-то неожиданно ты сейчас повернула вопрос. 3-4 утра. Наслаждаться вот этой тишиной, ароматикой. Говори, я послушаю Да, тебя. нет? Ты так рассказываешь, как будто ходишь 3-4 утра на рыбалку. Было дело. Было дело, Да. поэтому ты Я сознанием. спала. На рыбалке? Да, друзья Отлично. ловили рыбу. Пока ловили рыбу. Но на самом деле, когда темно, рыбу ловить невозможно. Сидишь у костра и рассказываешь байки, хохмишь, поешь песни и так далее и тому подобное. А так, поудить я люблю, но, честно признаюсь себе, давно этого не делал. Хотя нужно, наверное, куда-нибудь съездить, закинуть удочку и посидеть, порыбачить. Это забавно, в особенности, когда клюет. А почему ты спрашиваешь? А потому что сегодня праздник, Всемирный день рыболовства. Всемирный день рыболовства, это правда, друзья. Начиная с 1985 года, ежегодно 27 июня отмечается Всемирный день рыболовства. Праздник установлен решением Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства, состоявшейся в июне 1984 года в Риме. Вообще, рыбалка – это одно из самых массовых увлечений человечества. И я думаю, что в нашем регионе многие любят не только зимнюю, но и, конечно же, летнюю, которая наконец-таки началась. Очень любят, очень много друзей, коллег, которые ждут не дождаться выходных, и не только выходных дней, и отправляются на рыбалку. А потом варим вкусную уху. Да, кстати, уха, сваренная из только что выловленной рыбы, мне кажется, ни с чем никогда не сравнится в котелке, на костре. Также, друзья, сегодня День молодежи России. Официально он отмечается 27 июня в соответствии с распоряжением первого президента Бориса Николаевича Ельцина от 24 июня 1993 года о праздновании Дня молодежи. А с инициативой празднования выступил Комитет Российской Федерации по делам молодежи, Национальный совет молодежных объединений. Юность и молодость, что может быть прекрасней? Мне кажется, молодежь у нас впереди планеты всей, все знают, все могут, всего достигают, и за ними будущее. Это здорово, это хорошо. Всю молодежь мы поздравляем с этим замечательным праздником. Ну и, безусловно, будем следить за теми празднествами и интересными событиями, которые будут происходить и у нас в республике, и вообще в целом по стране. Но продолжаем новый день. 263 года назад императрица Елизавета Петровна утвердила проект Зимнего дворца. 27 июня 1754 года это произошло. Она утвердила проект Зимнего дворца, представленный итальянским архитектором Растрелли. Строительство продолжалось 8 лет. И дворец был построен в стиле барокко в виде замкнутого четырехугольника. А сейчас это, конечно же, памятник культуры и искусства, и архитектуры прежде всего, который посещаем, который любим многими, а не только россиянами, но и многими иностранными туристами. Я там была. Я тебя поздравляю. Просто сказка, конечно. В этом сказочном зелененьком здании. 112 лет назад в броненосце Потемкин началось первое массовое революционное восстание в вооруженных силах России. А вот 107 лет назад Третья Государственная Дума приняла Столыпинское аграрное законодательство. Именно 27 июня 1910 года на его базе Третья Государственная Дума и Государственный Совет утвердили закон, который признал частность собственности земли крестьян, которые входили в состав общин. Что еще на этот день? 22 года назад вышло постановление правительства Москвы об установке памятника в ознаменовании 300-летия российского флага. Флота. Да, кстати, вот как все-таки быстро летит время. Я только вроде помню, как устанавливали. И Церетели, по-моему, был этим инициатором этого замечательного постамента. А теперь вот уже 22 года пролетело. Интересно, как все-таки быстро время летит. Родились в этот день, 27 июня 1891-го, Владимир Петляков, советский авиаконструктор. 107 лет назад родился Павел Батицкий, советский военачальник, маршал и герой Советского Союза.
Также в этот день 1940 года родился Борис Хмельницкий, советский и российский актер театра и кино, композитор, народный артист России. 67 лет назад родился Сергей Юшенков, российский политический деятель, кандидат философских наук. А 85 лет назад родился наш земляк Яковлев Борис Александрович, ученый-геолог, доктор геолога минералогических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники. 70 лет назад родился Дмитриев Иосиф Александрович, чувашский поэт, публицист, театральный режиссер, актер, музыкальный критик, лауреат премии имени Сейспеля, заслуженный деятель культуры Казахстана, заслуженный деятель искусств Чувашской республики. А 110 лет назад родился Чулгась или Афанасьев Кузьма Афанасьевич, чувашский писатель, переводчик, член Союза писателей. Какой насыщенный новый день, насыщенный на события. Это радует, друзья. Каким он будет, зависит только от нас с вами. Но я уверена, что он будет еще и музыкальным. Поэтому слушаем, наслаждаемся. Отличная музыка здесь, на волне Таван Радио национального телевидения. Привет, доброе утро, мир. Я верю, меня слышно. И мне есть что сказать, Мы все суетимся и бежим, закладывая виражи, и перестали мечтать. Даванечко достанем из сундука, в сторону отложим все дела, ведь это так просто, поверь. Давай мы вместе сделаем этот шаг, соберем друзей дома просто так, и счастью откроем мы дверь. Просыпайся, 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 друг. Посмотри, посмотри, посмотри вокруг. 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 Окей, дайте мне пару слов. Мои друзья со мной, а значит я готов. Значит, я готов. Мои глаза открыты, сердце бьется четко, повторяя ритм. Ведь сегодня я посмотрел вокруг и понял, счастье близко, почти на моей ладони. Не надо обзвонить подруг и всех друзей, не надо отключиться от различных сетей. Мне точно надо сделать погромче музон. Мои двери открыты, welcome back home. Пусть дом наполнит свет, и никто не знает бед, если мы вместе, друзья. Ты просто улыбнись и навстречу счастью мчись, и сбудется твоя мечта. Давай достанем из сундука, в сторону отложим все дела, ведь это так просто, поверь. Давай мы вместе сделаем этот шаг, соберем друзей дома просто так, и счастью откроем мы дверь. Замри и оглянись, твой выбор — это твоя жизнь, и каждое мгновенье реки могут поменять течение. Счастливый твой билет, в домах зажжется свет, и ты откроешь двери для всех, кто ждет и верит. Что достанем из сундука, в сторону отложим все дела, ведь это так просто, поверь. Поверь. Давай мы вместе сделаем этот шаг, соберем друзей дома просто так, и счастью откроем мы дверь. Просыпайся, 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 друг. Посмотри, посмотри, посмотри вокруг. 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 Будильники.
Вот хочется танцевать даже по такой песне ансамбля «Сиспель». Просыпайся, друг, посмотри вокруг. Лето на дворе, я уверена, оно будет все-таки жарким. И будет вот этот вот загар, и даже немножечко ожог. Жду я этого. О, я чувствую, да, ты уже прям одной ногой в отпуске, где-то, видимо, в жарких странах. Хотя, на самом деле, хотелось бы, друзья, чтобы у нас уже воцарилась эта теплая, а может быть и жаркая погода. Ходить в шортах, купаться в Волге, загорать и включать все эти прелести нашей замечательной природы. Просыпаемся вместе, пританцовываем мы здесь под хорошие ритмы, смеемся за эфиром и, конечно же, вспоминаем, как было интересно у нас на Дне Республики. Да, вот как мы там пританцовывали, какая там была солнечная яркая погода, и как там зрители восторженно нам аплодировали на большой сцене нашего города, нашей республики. 23 июня прошел огромнейший концерт национальной телерадиокомпании «Чувашия», и мы, ведущие Таван Радио, просто зажигали. Ой, хочется еще каждый день бы вот так вот дарила радость, отличные песни зрителям, которые пришли тогда на Красную площадь. Любимые артисты, подведение итогов фотоконкурса «Я живу в Чувашии». Самые добрые, теплые слова поздравления. Все фотоотчеты можно смотреть на нашем официальном сайте национальной телерадиокомпании. Ну и, конечно, в группе ВКонтакте Таван Радио. Вы можете посмотреть, зайти, кто стал победителем, какие интересные работы прислали люди. На самом деле их было немало. Было очень даже и художественных много. Прямо сидели, выбирали, когда восхищались людьми, которые присылали эти работы. Я надеюсь, что у нас будут какие-нибудь еще такие подобные конкурсы. И за лето все-таки нам что-нибудь нафотографируют наши жители, представят нашу республику в каком-то ярком, новом, красочном или, как правильно сказать, свете. И будем от этого от вас ждать. Так что следите, друзья, смотрите, слушайте. Мы всегда рады как-то соригинальничать, покреативить и подарить свое творчество вам. А вы нам в ответ. Просыпайтесь вместе с нами. Будильники шоу Анна Голицына и я, Максим Попов. Доброго, бодрого утра вам всем желаем. Ну и, конечно же, прямо сейчас хорошая музыка. Море звезд надо мною ранний день. Ты живешь в краю берез, я живу в краю надежд. До тебя лететь полдня. Всю жизнь, только ты дождись меня, только ты меня дождись. Нам с тобою никуда друг от друга не уйти. Жизнь одна, любовь одна, и другой любви не будет, даже если ты уйдешь, даже если ты уйдешь. Не поверю в эту ложь, не поверю никогда. Я всю жизнь искал тебя, чтобы ты меня нашла. В тихих гаммах сентября наша музыка взошла. Между нами столько звезд, между нами столько дней. Я живу в краю берез, ты живешь в душе моей. Нам с тобой
поверил в эту ложь. Я не поверил никогда. Даже если ты уйдешь, не поверю в эту ложь. Не поверю никогда. Саха-ювелир в Чебоксарах 17 лет. Празднуем вместе. Мы дарим вам подарки и возможность стать счастливым обладателем СПА-программы в центре СПА-релаксации «Аурум Оазис», романтического ужина на 7-м небе ресторана «Старый город» и украшения с бриллиантом от Саха-ювелир. Наполните это лето хорошим настроением и новыми идеями. Ведь только с 1 по 15 июня в салонах мебели DMI Дядькова скидки до 35% на спальни и гостиные. DMI Дядькова. Живи красиво. ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель» примет на работу главного сварщика, инженера-электрика. Справки по телефонам: код 8352 22 57 22, добавочный 0110, сотовый 8 937 396 64 16. Реализуем металлоизделия любых размеров и вариантов на заказ. Мангалы, козырьки, ограды, беседки, двери, лавки садовые и многое другое. Ждем вас по адресу: улица Пристанционная, 7. Телефон 48 45 77. 48 45 77. Добро пожаловать в семью. Спутниковое телевидение от 0 рублей в месяц. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Мою маму зовут Катя, и она работает мамой. А это значит, что она у меня будильник. Повар. Медсестра. Парикмахер. Банкир. Водитель. Адвокат. Художник. Фотограф. Спасатель. Мама! Судья. Учитель. Аниматор. Стоматолог. Отпугиватель страшилок. Для кого-то мама – это просто мама, но для меня это вселенная. Шарап, Арно, Прицеп, Вочи. И все, кто живет здесь. Чебоксары, милый город, в нем живем, творим и поем мы. Он по-прежнему нам дорог. Здесь исполняются все твои мечты. Чебоксары, милый город, в нем живем, творим и поем мы. Он по-прежнему нам дорог. Здесь исполняются все твои мечты. Город живет, кипит, растет. Здесь по-любому все произойдет. С самого детства, черпая средства с улицы, мы получали в наследство опыт, росли головой и телом. Жили по совести, занимались делом. Музыка помогала подниматься, творчество давало сил развиваться. Чебоксары, как молоко мамы, силы давали такие панорамы. Проспекты, районы, причалы, бульвары. Ты сделал свое дело, это все Чебоксары, да.
мой милый город. В нем живем, творим и поем мы. Он родной такой, он так нам дорог. Здесь исполняются все твои мечты. Чебоксары, милый город, в нем живем, творим и поем мы. Он по-прежнему нам дорог. Здесь исполняются все твои мечты. Чебоксары, милый город, в нем живем, творим и поем мы. Он по-прежнему нам дорог. Здесь исполняются все твои мечты. Мой город, мой родной город, я живу в тебе, ты живешь во мне, мой город. Я люблю тебя, не забуду ни одного дня. Мой город, мой родной город, я живу в тебе, ты живешь во мне, мой город. Я люблю тебя, не забуду ни одного дня. Мечтай, твори, пиши, люби, живи. Это твоя судьба, это в твоей крови. Это как ясный день, это как Млечный Путь. Дыхание города с тобой живет пусть. И пусть будет так, как хочешь ты. Мечтай, твори, пиши, люби, живи. Я это точно знаю, я в тебе уверен. Мой город Чебоксары, временем проверен. Чебоксары, милый город, в нем живем, творим и поем мы. Он по-прежнему нам дорог. Здесь исполняются все твои мечты. Чебоксары, милый город, в нем живем, творим и поем мы. Он по-прежнему нам дорог. Здесь исполняются все твои мечты. Чебоксары, милый город, в нем живем, творим и поем мы. Он по-прежнему нам дорог. Здесь исполняются все твои мечты. Чебоксары, милый город, в нем живем, творим и поем мы. Он по-прежнему нам дорог. Здесь исполняются все твои мечты. Здесь исполняются все твои мечты. Здесь исполняются все твои мечты. Утренний гость. Друзья, Чебоксары – лучший город Земли, я бы даже так сказала, потому что здесь живут яркие, солнечные, улыбающиеся люди и самая яркая, креативная молодежь, которая творит, которая делает мир лучше. Вот я иду просто по улице, мне навстречу люди улыбаются. Вот это просто жить, мне кажется, Ты идешь хочется. и делаешь мир лучше, и поэтому все улыбаются. Потому что до 30 лет, как вот озвучено, это еще молодежь, а я вот молодежь. Отлично, я тебя с этим поздравляю. Давай уже будем переходить к представлению нашего гостя, который про молодежь, как я люблю говорить, знает все, а может быть даже больше. Начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии Анна Головина сегодня у нас в гостях. Доброе утро. Доброе утро. Анна, доброе утро. У меня сразу вопрос. Молодежь, какая она сегодня? Молодежь России, молодежь Чувашии, Чебоксар. Ну, наша молодежь, она активная, инициативная, здоровая, с очень четким запросом на то, чтобы сделать мир лучше. Все моря, они считают, что им по колено, горы им по плечо. И наша молодежь, она не просто стремится и хочет, запрос у нее на то, чтобы сделать мир лучше, но она и делает его лучше. У нас в Чувашской республике очень активно развивается добровольческое движение. Например, 48 тысяч молодых граждан в нашей республике вовлечены в волонтерскую деятельность. Только подумайте, какое это количество. И причем у нас в республике развивается не только мероприятийное, событийное волонтерство, но и помощь людям, например, с ограниченными возможностями здоровья. Очень хочется отметить, что в эту деятельность вовлечены у нас не только студенты вузов, но у нас вовлечены и школьники. Так, например, вот в 5-й гимназии у нас реализуется проект с самими школьниками по работе с детьми, с аутистами. Они помогают им адаптироваться, помогают их родителям, и это очень здорово. У нас в республике, благодаря тому, что такая вот активная молодежь, причем в разные, до 30 лет, у нас очень активно Минобразование реализует проект «Ты предприниматель». 2-й год. Благодаря этому проекту у нас сформировалось такое сообщество молодых предпринимателей. И я считаю, что вот эти молодые граждане, которые занимаются вот этой деятельностью, это герои нашего времени. Потому что они делают что-то полезное, делают полезное для общества, полезное для граждан. И, исходя из этого, тоже получают какой-то определенный доход. А у нас
очень активно развивается Совет молодых ученых и специалистов Чувашской Республики. Наших молодых ученых отмечают на всероссийском уровне. Даже в этом году 2 наших молодых ученых получили гранты президента Российской Федерации на свои научные изыскания. О чем это говорит? О том, что наша молодежь, она не просто имеет запрос на то, чтобы сделать мир лучше, она делает его лучше своими силами. Как у нас говорил Теодор Рузвельт, да? Делай то, что имеешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть. И мне, на самом деле, классно работать в этой сфере, работать с этими людьми, которые, на самом деле, нашу республику, нашу страну, наш мир делают лучше. Заряжаться от них новыми идеями, смотреть на реализацию их проектов. Это кайф. Мы заслушались прямо сейчас с таким вот оптимистичным взглядом в будущее, потому что молодежь — это будущее, это основа, наша, наверное, даже уже основа будущего нашего. А хочется мне поподробнее спросить, что это за такие проекты интересные? Ты предприниматель и сообщество молодых, подскажите мне, пожалуйста, ученых. Это какие-то инициативы государственные или это инициативы общественные? Что это такое? Например, проект «Ты предприниматель», который 2-й год у нас реализует Министерство образования. Это федеральный проект, он реализуется в этом году в 59 субъектах. И направлен он на то, чтобы молодежь вовлекать в предпринимательскую деятельность. В рамках этого проекта происходит тестирование, когда тестируешься, ты выявляешь свои сильные и слабые стороны. Ты выявляешь, на какой бизнес тебе лучше ориентироваться. После этого проходит отбор, очень большое количество желающих, и поэтому приходится делать отбор и обучение. Обучение у нас проводят не профессора университетов, а проводят сами предприниматели, которые уже состоялись, причем мы стараемся делать акцент на то, чтобы это, конечно, были молодые предприниматели, чтобы они на доступном языке объясняли, как создать свой бизнес, какие ошибки сначала можно совершить, каких лучше избежать. И вот в том году мы реализовывали, у нас было обучено около 800 человек, из которых 61 человек создал свой субъект малого предпринимательства. Мы в этом году с ними встречались в рамках молодежного форума «Молгород», спрашивали, как у них дела, какая-то, может быть, тоже нужна помощь именно опять консультационная. И очень здорово, что действительно они что-то делают полезно. У кого-то своя пекарня, у кого-то свой салон красоты, у кого-то свой строительный бизнес. Но в любом случае все они самореализовываются и делают что-то полезное для других. Это здорово, на самом деле, когда есть такие подобные мероприятия. А вот сразу возникает вопрос, это платно? Я вот прихожу, учусь, плачу? Или Министерство молодежной политики говорит, ты человек, который можешь, например, себя реализовать, хотя бы тестирование пройти, реализовать в той-то или иной сфере, давай-ка мы попробуем тебя обучить. Как это все происходит? Нет, все желающие проходят тестирование на сайте, оставляют заявки. Исходя из тестирования, мы уже получаем выгрузку данных и, конечно, по определенным критериям, так как это через интернет, это федеральная система, мы понимаем, что вот этот молодой человек, у него очень четкие склонности к предпринимательской деятельности, он нам нужно помочь ему раскрыться, и мы его к себе берем. Обучение полностью идет бесплатное, консультации у нас тоже проводят уже на бесплатной основе. А есть какая-то такая звездочка, которая достигла таких результатов, и вот на сегодняшний день мы можем гордо так назвать имя, фамилию и сказать, вот этот человек добился в таком успехе, в таком деле, мы очень рады и желаем ему успехов. 61 человек, Аня, сказали. Да, какой-то такой вот... Но если смотреть, кто добился успеха, можно просмотреть. У нас в рамках этой программы каждый год проходит конкурс, региональный этап «Молодой предприниматель России». И, по сути, мы отбирали, что в прошлом году, что в этом году, по 5 номинациям, так как сферы бизнеса у них разные, лучших представителей. И я считаю, что все, кто у нас там участвовал, наши победители, это как раз-таки наши звездочки. Например, у нас там был Михаил Макеев, я не знаю, можно ли, у него сеть своих тоже косметических магазинов. И, в принципе, у него хороший оборот, и в том году он у нас стал работодателем года, потому что он создает наиболее комфортные условия для своих подчиненных, у него работает 100 человек, и бизнес очень эффективно осуществляется не только на территории Чувашской Республики, но и в других субъектах. У нас также там был другой молодой предприниматель, у которого свое производство различной мебели из дерева.
В этом году, например, у нас было производство года, это производство таких бетонных конструкций для строительства домов. Денис Васильев победил, и я надеюсь, что вот как раз-таки победители этого года достойно нас представить на федеральном уровне и будут отмечены. Но совсем скоро будем говорить, что еще интересного делает Министерство молодежной политики. Правильно говорю, да? Министерство образования. Министерство образования и молодежной политики, и представитель, в частности. Прямо сейчас уйдем на музыкальную паузу, потом вернемся, будем расспрашивать, задавать много интересных вопросов, и я надеюсь, что получать не менее интересные ответы. И балдеть от буги-буги на досуге. Шагаю, качайся, проруби, купайся. Позавидую фигуре все подруги. Юная спортсменка, Дуся суперменка. Ты Африка, ты Огрека, ты Африка, Дуся, Дуся Африка, ты Африка, Дуся на 100 кило. Ты Африка, Дуся, Дуся Африка, ты Африка, Дуся на 100 кило. Ты Африка, Дуся, Дуся Африка, ты Африка, Дуся на 100 кило. Давай, давай, Дуся, Дуся, выжимай. Давай, давай, Дуся, Дуся, прибавляй. Утренний гость. Утренний гость.
Друзья, День молодежи сегодня отмечаем, поздравляем всю молодежь, не только Чувашии, но и нашей великой страны. Хочется пожелать им успехов, творчества, рвения, потому что они молодцы, одним словом. И вот Анна Головина, начальник управления молодежной политики и Минобразования Чувашии, сейчас нам рассказывает, какие они, в каких добиваются отраслях, да, успехов. И вот ты сейчас так говоришь, какие они, как будто вот ты уже пенсионерка и не знаешь, как это было. На самом деле активные, молодые, позитивные и стремящиеся, как нам только что сказала наша собеседница. Вот интересно, мне хочется вопрос задать, а почему Яковлев именно на футболке у вас? Потому что я считаю, что нам есть чем гордиться, поэтому у меня сегодня наши просветительные футболки. Я вообще считаю, что нам, жителям Чувашской Республики, действительно есть чем гордиться. У нас созданы комфортные условия и для проживания, и для самореализации, в том числе и для молодых граждан. Например, для молодых граждан у нас есть стипендия главы Чувашской Республики, да? Тысячи человек ежегодно ее получают. У нас есть стипендии для молодых граждан, которые на ЕГЭ набрали по физике и математике большое количество баллов и поступили в вузы, именно расположенные на нашей территории. У нас есть и государственные молодежные премии Чувашской Республики, которые присуждаются молодым гражданам за реализованные уже проекты. И не просто за реализованные проекты, а за проекты, которые большой социальный или экономический эффект имеют для нашего региона. Вот сегодня в рамках как раз-таки празднования Дня российской молодежи мы этих граждан будем чествовать. У нас в этом году присуждено 8 государственных молодежных премий по 8 направлениям. Это и культура, и искусство, и наука, и журналистика, и образование, и добровольческая деятельность. Будем общаться, рассматривать их проекты и, конечно, благодарить их за то, что эти проекты были реализованы именно на территории Чувашской Республики. И хочется отметить, что у нас подписан указ главой Чувашской Республики, и со следующего года у нас будет не 8 этих премий, а 10. Теперь добавляется у нас премия по патриотическому направлению и по развитию молодежного общественного движения. Анна, я думаю, сейчас молодежь смотрит и думает, хочу иметь государственную премию по той-то или иной направленности. Как можно это получить? Вот что для этого нужно? Как вообще стать участником и прийти, собственно говоря, к награде? Но государственная молодежная премия – это государственная награда. Еще раз. И она дается, это не грант, это отмечаются ваши заслуги. То, что вы реализовали и сделали. Например, у нас в этом году получает 21 человек ее, то есть это коллективы, которые реализовали какие-то свои идеи, инициативы. Например, у нас от Ассоциации органов студенческого самоуправления был реализован проект «Диалог языков и культур». У нас увеличивается постоянное количество иностранных граждан, которые приезжают к нам учиться в наши вузы. И поэтому, конечно, они нуждаются в определенной адаптации, и им необходима помощь. И в то же время и нам с вами, наверное, было бы очень интересно изучить культуру стран, откуда они приезжают. И именно на это направлен был вот этот проект. У нас в этом году получает проект «Кровь донора дарит жизнь». Это проект по добровольчеству. Потому что, на самом деле, по донорству вопрос тоже стоит очень остро. И необходимо повышать количество постоянных доноров, которые сдают кровь. И студентам Чувашского государственного университета этот проект был у нас реализован. У нас есть и проект в сфере науки, причем это коллектив, предприятие, имею ли я право называть предприятие, АБС НИИР. Очень здорово, что все члены этого коллектива – это молодые люди, которые за 1 год придумали свое изобретение, его протестили и внедрили в массовое производство. И как у нас экспертное сообщество, когда оценивало этот проект, они отметили, что аналогов в России вот этому контакторам этим в России нету. И он конкурирует только с аналогичными продуктами импортными. И на самом деле это очень здорово. У нас по программы импортозамещения у нас в республике хорошо очень активно, и молодежь не включается. Можно двигаться дальше после этой премии, да? Конечно.
После этой премии можно получить уже премию более взрослую в сфере науки, да, которую получают у нас как раз-таки уже состоявшиеся ученые. Ну, понятно, что там конкуренция гораздо больше, и, конечно, работать нам придется тоже гораздо больше. Но, коль скоро вы заговорили про науку, и ранее уже говорили молодежное научное сообщество, если я не ошибаюсь. Что это такое? Как туда попасть? Может быть, что нужно делать? Это нужно физмат сдать на 100, физику или математику сдать на 100 баллов на ЕГЭ, отучиться 5 лет в университете на отлично и потом что-то, или как? Ну, у нас действительно с 2009 года в Чувашской Республике существует Совет молодых ученых и специалистов Чувашской Республики. Он объединяет молодых ученых, которые представляют свои образовательные организации, представляют свои предприятия или общественные объединения. Чтобы туда попасть, наверное, нужно быть просто увлеченным этой наукой и хотеть самореализоваться в этой сфере. Вне зависимости от того, есть у вас научная степень или нету, вне зависимости от уровня образования, если у вас есть запрос, если вы в этой сфере самореализуетесь, вы можете туда войти. Очень, на самом деле, этот совет активный, очень приятный там коллектив, потому что столько идей, даже сама вот эта вот атмосфера общения с ними, она, скажем так, заряжает. А молодые люди, которые туда входят, реализуют тоже ряд своих проектов. Они выбирают лучшего аспиранта года, они выбирают лучшего молодого ученого. У них есть проект «Открытая лекция», когда молодые преподаватели дают открытые занятия, и все желающие могут на них прийти и поучаствовать. Поучиться тем же самым педагогическим каким-то технологиям, поучиться и тому, как они объясняют, возможно, какие-то сложные вещи простым языком. Вот о планах на будущее, какие вот ближайшие, интересные проекты задуманы, не знаю, конкурсы, мероприятия, тот же самый Всемирный фестиваль молодежи и студентов, в Сочи. Чуть позже поговорим об этом, потому что есть чем похвастаться, и нашей республике, и есть куда поехать, что посмотреть, и где себя проявить и показать. Поэтому после музыкальной паузы мы продолжим разговор с нашим гостем. Ну а пока музыкальная пауза, слушаем и наслаждаемся. Валяй, дурака, Америка. Вот те валенки мерзнешь, небось. Что Сибирь, что Аляска, два берега. Баня, вот как гармонию лосось. Баня, вот как гармонию лосось. Не валяй, дурака, Америка. За морями скучаешь, поди. Что Сибирь, что Аляска, два берега. Бабы, кони, раздори в пути. Бабы, кони, раздори в пути. Темные улицы, детские умницы, любо-дорого с пляжем кадриль. Что Сибирь, что Аляска, два берега. Свадьба, запотевший пузырь. Свадьба, запотевший пузырь. Много красной у нас материи, всем рубахи пошьем вам, братва. Эх, корона Российской империи, Екатерина, ты была не права. Екатерина, ты была не права. Не валяй, дурака, Америка, а не обидим, кому говорят. Отдавай-ка землицу, Алясочку, отдавай-ка родимую взад, отдавай-ка родимую взад.
Не валяй дурака, Америка, а вот те валенки вернешь-нибудь, что Сибирь, что Аляска, два берега. Баня, водка, гармонь, лосось. 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 Баня, водка и черная икра. Все! Утренний гость. Утренний гость. Друзья, продолжаем наш замечательный, интересный разговор. В гостях у нас Анна Головина. Вот сейчас подсказку посмотрю, как правильно звучит ваша должность. Начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии. Правильно я сказал. Да. Все, я посмотрел как двоечник. Из меня бы не получился человек, который, наверное, занял бы грант, а может быть и получился бы. Не знаю, но я знаю, что сейчас приехали ребята и заняли определенные места, и за это получили гранты из других регионов. Правильно говорю? Да. Наша делегация сейчас вернулась с окружного форума Иволга. У нас туда ездил 81 человек. И в результате нашей поездки очень приятно отметить, что 3 представителя взяли 3 гранта. Причем гранты по направлению инновации, по направлению предпринимательства и по направлению политика. Я сама туда тоже выезжала, общалась и с экспертами. Мне было очень интересно, как наша молодежь смотрится на уровне других регионов. И было приятно слышать вот эти отзывы положительные. Особенно было отмечено, опять-таки, в сфере инноваций наши достижения. В сфере политики наша молодежь, она очень активная, очень много идей, очень много инициатив, очень много чего они хотят реализовать. И именно, наверное, поэтому они и были отмечены. Помимо того, что наши представители взяли гранты, они также победили и в Экофесте, заняли 1-е место, в историческом квесте мы оказались лучше всех. К сожалению, по нормам ГТО мы оказались на 4-м месте из 14 субъектов, но мы будем стараться и работать над этим. Также у нас были результаты и по другим направлениям спортивным. Сами ребята приехали тоже заряженные. Очень понравилось общение с экспертами, очень понравилась образовательная программа, очень понравилась сама вот эта атмосфера лагерная. Ребят там делят на смены, и они живут не своей делегацией, они живут именно с ребятами из других субъектов Приволжского федерального округа по интересам. Да? Тем, кому интересна политика, они живут и варятся в своей каше. Да? Тем, кому интересна инновация, они тоже там что-то творят, вместе общаются. И проекты буквально рождаются уже там, не буквально, а в прямом смысле слова, на полях. Наверняка какие-то еще делают эти проекты, в которых где-то там кто-то управляет, кто-то исполняет и так далее. Да, конечно. Безусловно, это все интересно. Предприниматели они, именно такие. Кто-то исполняет, кто-то придумывает, кто-то с этого что-то получает. А я вспоминаю форум Таврида, на который очень мечтали просто попасть все, когда я еще была студенткой, все активисты нашего вуза ЧГУ. А в этом году студенты, молодежь принимают участие в этом форуме? Конечно. Эти форумы, они являются обязательными, и у нас буквально сегодня выезжает делегация, не Тавриду, а на Клязьму. Это студенческие у нас и молодежные средства массовой информации. У нас также предусмотрены смены и для молодых архитекторов. Таврида – это как раз-таки сфера искусства. И, безусловно, сейчас у нас идет отбор, так как регистрация на многие смены уже закончилась, большое количество желающих. Все хотят поехать, но, конечно, интересно направить именно тех, кому это будет наиболее полезно. И чтобы люди тоже получили какой-то импульс для своего развития, возможно, тоже получили какую-то финансовую помощь для реализации своего проекта. То есть в форумной кампании мы очень активно участвуем. И все, конечно же, ждут Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи. Все уже немного друзей, знакомых, которые прошли отбор, как и волонтеры, как и участники. Чем дышит вообще молодежь Чувашии, как к этому фестивалю готовится? Действительно, конечно, фестиваль молодежи и студенчества, который пройдет у нас в 3-й раз в России, это главное молодежное событие. Причем главное молодежное событие не только России, а мировое. 20 тысяч молодых граждан будет в нем принимать участие. 10 тысяч России, 10 тысяч из других стран. 150 стран-участников. Все руководители этих стран, конечно же, туда приедут, чтобы пообщаться с самой лучшей своей молодежью, с самыми лучшими представителями, самыми активными.
От Чувашской республики тоже выезжает делегация, как сказал наш глава, лицо нашей республики. Это 125 человек. Сейчас у нас предварительный этап уже регистрации закончился. Прошли отборы, очные собеседования. По результатам рейтинга мы сейчас направили в дирекцию на согласование этот список. Помимо 125 человек, которые поедут в качестве участников, у нас также поедет 60 волонтеров. То есть тоже хочется отметить, что изначально квота Чувашской республики составляла 50 человек, то сейчас она увеличена до 60 человек. Потому что у нас один из самых больших конкурсов, потому что у наших волонтеров богатый опыт именно в этой деятельности. И именно, наверное, поэтому нас отметили. Вообще, по количеству участников, например, мы среди 85 субъектов Российской Федерации на 11 месте. Отлично. Да. Хотя у нас не самое большое количество молодежи. Я надеюсь, что это все-таки на уровне Федерации отмечаются наши достижения и наши инициативы молодежи. Безусловно. Будем надеяться, что достижений будет больше, молодежь будет еще, а рвение иметь больше вперед и добиваться успехов, и выведет на самые лидирующие позиции наш регион. По-другому быть не может. Ну, пообщавшись, друзья, с начальником управления молодежной политики и Минобразования Чувашии Анной Головиной, можно быть уверены, что молодежь Чувашии в надежных руках. И сегодня праздник. Можно обратиться ко всей молодежи Чувашии и вообще страны, потому что нас смотрит вся Россия. Как-то поздравить, сказать теплые, хорошие слова. Ну, что хочется пожелать нашей молодежи? Наверное, побольше инициатив, побольше сил для реализации своих проектов, не останавливаться никогда на достигнутом. И, конечно, чтобы этот лучший период в их жизни, он продлился как можно дольше. Ну и мы, в свою очередь, тоже хотим поздравить всю молодежь, поблагодарить нашего гостя, ну и пожелать действительно творческих, ярких успехов, и чтобы этот день прошел просто незабываемо. Поздравляйте друг друга, желайте всего самого хорошего. Главное дело, чтобы было побольше улыбок и оптимизма у нас, у всех с вами. Хорошего дня и отличного настроения желает вам будильники шоу Анна Голицына. И Максим Попов. Переходим в радиоформат, не прощаемся. Будильники